Раз, раз, раз. Ждем, пока присоединятся подписчики. Добро пожаловать, добрый вечер. Кто присоединяется, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, откуда вы, кто вы. Ну ты чё? Клешевочку. Добрый вечер, друзья. Кто там, Даш, смотри, кто там. Смотри, народ присоединяется. Скажи, мой, блин. Ой, идите, скажи. Ну, ты чё? Ну, во, началось, а. Ну, Даша, это что, блин, микрофон, что ли? Жарко как. Давай, сваливай, все. Сваливай. Добрый вечер, Алексей. Меня зовут Анастасия. Я из Казахстана. Ура! Есть первый звоночек. Анастасия, добрый вечер. У меня тут сегодня помощница никудышная. Нет, давай слази уже со стола. Да, слази. Она любит сидеть на моем кресле. Вот. И я тут, знаете, поджимался, думаю, господи, боже мой. И она наконец-то сама свалила. Галина, добрый вечер. Добрый вечер. Галина, напишите, откуда вы. Напишите, у кого как настроение, как отмечаете ли вы сегодня праздник или не отмечаете, кто чем занимается. Может быть, я вообще это зря затеял, оторвал людей от праздника. Ой, друзья, я открою окно. Я открыл окно, потому что очень в комнате жарко. Светлана Эйван, здравствуйте, я с Нижнего Новгорода. Светлана, знаете, вот у меня к вам будет вопрос. Кемеровская область. Дорогие подписчики, сегодня мы проводим розыгрыш бьюти-бокса в прямом эфире. Но давайте так скажем, я практически впервые это буду делать, поэтому я принял решение разыграть среди подписчиков именно Казахстана. Но сегодня, прежде чем начнем розыгрыш, я бы хотел у вас, вот именно у жителей другой страны спросить, если, допустим, я следующий розыгрыш сделаю для всей планеты, так скажем. Вы знаете, я долго думал, и мне было бы удобнее разыгрывать денежный приз. Дело в том, что в том регионе, в котором я проживаю, из моего региона в Российскую Федерацию или еще куда-либо, отправлять посылки очень дорого. И для меня это очень затратно получается сейчас собрать бьюти-бокс, еще и заплатить. Ну и плюс-минус вы будете ждать это месяц или 2 месяца, пока этот бьюти-бокс дойдет до вас. Так, Мария присоединяется к нам. Добрый вечер. Из Казахстана Мария. Поэтому, девчонки, напишите, пожалуйста. Вот я посмотрел, я раньше какое-то время пользовался Kiwi кошельком. Напишите, есть ли у вас в России Kiwi кошелек. Я посмотрел, вроде бы как есть. То есть могу ли я, если я, допустим, следующий розыгрыш объявлю для всех подписчиков, неважно в какой точке мира проживаете. Светлана, спасибо большое за обратную связь. Еще, знаете, такой вопрос. Ну, Kiwi кошелек это, наверное, вот самый... спасибо, Галина, тоже за ответ. Kiwi кошелек это, наверное, у всех он есть, да? А если у вас Яндекс Деньги, напишите, пожалуйста. Еще как вариант есть Яндекс Деньги. То есть, смотрите, сегодня розыгрыш мы будем проводить только среди... Так, Казахстан... Елена присоединяется. Галина, Яндекс Деньги у вас тоже есть, да? Я так думаю, что тогда можно будет сделать таким образом, что я выберу несколько платежных систем, и если буду проводить розыгрыш, я еще раз хорошо подумаю. Да, спасибо, Галина, за ответ. Я еще раз хорошо подумаю, взвешу все ситуации и решу. Ну,
еще, знаете, проведу голосование. Может быть, все-таки вы готовы ждать бьюти-бокс? Я еще вот, когда буду отправлять бьюти-бокс по Казахстану, я спрошу, сколько будет стоить, допустим, просто на карту. На карту. Но смотрите, мы же в разных странах живем. Допустим, вот моя карта, я не видел, что... Ну, я ни разу не переводил еще на карты другой страны, видите? Во внутренней можно перевести. Так, Галина готова ждать бьюти-бокс, если я отправлю почтой России, да? Карта Сбер. Ну вот видите, Светлана, у меня нет карты Сбер, хотя у нас сберегательный банк России, по-моему, у нас он есть. Поэтому давайте будем... Я постараюсь в ближайший вот месяц, вот февраль месяц, утвердить Смекту, как лучше все-таки. Но я хочу, конечно, проводить конкурс без ограничений. С Каспи можно переводить. Светлана, спасибо большое. Я после эфира обязательно зайду. Прическу поправлю сначала. Я тоже готова ждать бьюти-бокс. Ну, с одной стороны, да. Бьюти-бокс, наверное, тоже приятно получать. Просто, знаете, смешно как-то получается, что я эти бьюти-боксы я получил с России, они пришли в Казахстан, и теперь мне надо с Казахстана отправить в Россию. Ну, не суть дела важно, это же подарок. 200 тенге была комиссия. Ну, видите, в любом случае это затратно. Комиссия, она небольшая, просто я готов. Ой, ну, в принципе, давайте проведем в любом случае опрос, как мы теперь это любим делать, и посмотрим, что скажет большинство. Я периодически смотрю в компьютер, потому что у меня веду прямой эфир с сотового телефона, и с сотового телефона у меня ваши комментарии пропадают. Так, дорогие мои, ну, давайте еще немножко поболтаем. Подождем еще минут 15 наших подписчиков, может кто-то еще присоединится. И начнем наш розыгрыш. Думаю, что мы сегодня с вами посидим где-то полчасика. Завтра на работу надо рано ложиться, хотя не получится сегодня ложиться рано. Я жду сегодня сегодня у всех. Я сегодня жду, мне очень понравилось шоу на НТВ «Маска». Сегодня обещают новый сезон. Вот, и я сижу сегодня жду. Девчонки, наверное, уже в России, наверное, уже посмотрели. Но я буду смотреть где-то уже поздно уже, поэтому я обязательно посмотрю. Так, где ваши комментарии? Вот, поэтому спать рано сегодня не получится. Настроение праздничное, потому что сегодня праздник или потому что у нас сегодня розыгрыш? Ну, классное шоу «Маска», мне нравится. Ну, вот я поэтому тоже жду с нетерпением. Мне первый сезон очень сильно понравился. Вот. Потому что розыгрыш, да, Светлана? Потому что розыгрыш. Вот. На самом деле я был очень удивлен. Девчонки и мальчишки, ну, пока мальчишек не присоединилось. Девчонки, я был очень сильно удивлен, потому что в данном розыгрыше приняли участие, ну, я не посчитал, я не готовился к эфиру, но насколько мне память не изменяет, там буквально 10 человек приняли участие из почти 900 просмотров. 900 просмотров и 82 лайка. Это катастрофа какая-то. Почему так мало? Девчонки, напишите, пожалуйста. Но я вижу, что в основном присутствуют те, кто участвует в розыгрыше, да. Очень хотелось бы знать, что людям, может, что-то не понравилось. Может быть, я условия тяжелые выставил. Напишите, пожалуйста. Ну, я, опять же, я говорю, впервые, можно сказать. До этого у меня был конкурс. В прошлом году я проводил конкурс среди подписчиков. Там было, конечно, проще. Я вижу, у нас победительница Светлана сидит, которая получила от меня бьюти-бокс. Вот. Но еще раз говорю, что эти розыгрыши, они направлены на продвижение канала. Ну, вы должны понимать, что мне это очень важно, чтобы канал развивался, чтобы подписчики росли. Сейчас я выпущу кошку, чтобы она мне не мешала.
Вот, ну теперь мы точно практически готовы. Кошка ушла, больше мне не мешает. Вот, напишите сейчас, пока мы не начали розыгрыш. Может быть, у вас... так, Алексей, привет. Игорь, привет. Ну вот, Игорь из Украины присоединился. Игорь, знаешь, я вот тут спрашиваю у людей. А ты, кстати, проводил розыгрыши хоть раз среди своих подписчиков? Просто дело в том, что я взялся проводить розыгрыш, а теперь не знаю. Ну, вроде бы не обиделись люди. То есть я розыгрыш провожу только среди подписчиков Казахстана, так как мне удобнее отправить приз по Казахстану. Но я очень сильно хочу, и у меня кошки на сердце шкреблись все эти 2 недели. Я думал, как? Ну, как сделать розыгрыш, чтобы не было сильно финансово затратно? Ну, как-то вот, понимаете, копейка рубль бережет, да, есть такая поговорка. И вроде бы как и хочется отправить. Россия тоже проводить только по России. Нет, ну понимаете, да, я видел, что девчонки действительно проводят только по России, но это наши девчонки, эйвонские, там, я не знаю, каталожных фирм. А есть крупные такие блогеры, да, мегаблогеры, они же на весь мир проводят, для них как-то, ну для них, конечно, наверное, с их зарплатами. Так, Настя, да нет, условия не такие уж и сложные, самые простые, я так удивилась, сразу начал участвовать. И хочу, кстати, заметить, что, дорогие мои подписчики, я, наверное, единственный блогер, который проконтролировал все эти 2 недели всех участников, дал всем советы, проверил, все ли выполнили условия. Вот. Никто так не делает. Дали условия и ждут результата. Игорь, как я прям попал, сижу на работе, и тут оповещение. Так, Игорь, у тебя получается сейчас в Украине, наверное, часов... Так, сейчас у нас, если 8 вечера, 7, 6, у тебя, наверное, часов 5 вечера, да? Я, кстати, Игорь, был в Украине, я был в Киеве, я был проездом там, я был в путешествиях, я ездил в Грузию, в Армению, и у меня был транзит в Украине, в Киеве, по-моему, там что-то 18 часов, и поэтому мне удалось погулять по Киеву. Я в баню пошла, надеюсь, выиграю. Да, Галина, можете отлучиться, ничего страшного нет, не обязательно присутствовать в прямом эфире. Вот, если выиграете, вы посмотрите эфир, как всегда, по традиции, он будет в записи. Ну, с легким паром, Галины, пожелаем с легким паром. И до встречи, Галина, в следующих эфирах. Так, ну, в принципе, ответили, да, на вопрос, что условия были несложные. То есть, я так думаю, что на этих условиях остановимся. Я еще раз говорю, что я подумаю, меня очень, в принципе, сильно устроило, если бы все-таки следующие розыгрыши были для всех для всех моих подписчиков, неважно в какой точке мира вы живете. Вы же мои, как говорит Ольга Бузова, мои люди, поэтому мои люди тоже должны получать подарки. Но сегодня, еще раз говорю, друзья, я буду проводить розыгрыш только среди подписчиков Казахстана. Так скажем, сегодня на нас, на казахах, я буду репетировать розыгрыш, посмотрю, как это все будет выглядеть, как будет отправка заказа, узнаю, сколько будет стоить в Россию, в Украину узнаю обязательно. И, естественно, поделюсь в следующем каком-нибудь ближайшем видео с вами, что я решил. Не пропустите, у меня здесь куча подарков, я говорю, что я приготовил кучу подарков, теперь это традиция. У меня еще вот такие вот 2 замечательных набора, но есть еще наборы, есть еще. Поэтому наборов куча, подарков куча. Я прям приготовился. Не знаю. Вот. Я также делаю конкурсы, но только по Украине, так как дорого в другие страны. Ну вот, я, Игорь, тебя прекрасно понимаю. Ну ничего, придется... Но я еще раз говорю, я посмотрю. Если что, вот, Игорь, как вариант, я предлагаю, может быть, вот делать денежный какой-то приз. Допустим, разыграть денежный приз, его проще переслать. Вот мы сегодня выяснили, что Киви кошелек есть у всех, наверное, по всему миру. Есть Яндекс деньги. И вот, в принципе, говорят, с карты на карту можно, там небольшая комиссия. Буду узнавать, буду смотреть. Ну что, друзья мои,
Будем двигаться к розыгрышу. Напомню, что у меня приготовлен бьюти-бокс. Я его как упаковал, я его так и не распаковывал. Я вам сейчас покажу. Напомню всем, что я приготовил в этом розыгрыше. В этом бьюти-бокс я доложил аромат. Аромат Skinsoft. Я правильно говорю? Я вообще... Skinsoft? Какой Skinsoft? Что за Skinsoft? Вот, в общем, аромат этот цитрусовый. Я его доложил в этот бьюти-бокс, потому что он аккуратно туда влез. Здравствуйте, я участвую, Дана. Да-да-да, сейчас мы начнем розыгрыш. Вот. Еще я положил вот такой вот новый аромат. Это у нас Attraction One Fresh. Это у нас, напомню, унисекс. Поэтому этот набор одинаково подойдет как и девушкам, так и парням. Поэтому, ну, парней у нас не участвуют, по-моему, в этом розыгрыше. Ну и сам бьюти-бокс, он состоит из чего? Из мицеллярного скраба и крема для лица. Вот, все это я упакую. И с удовольствием отправлю нашему победителю, который у нас сегодня будет выявляться. Так, ладно, этот подарок я теперь сложу. Так, сейчас быстренько проверю комментарии. И у меня есть еще один штатив. Я сейчас буду переключать камеру на компьютер. Смотрите. Нет, я, конечно... Так, друзья, подождите, я отключу лампу. Так, напишите, пожалуйста, видно ли вам... Видно ли вам то, что изображено сейчас на компьютере? Напишите, пожалуйста, ваши комментарии. Так, добрый вечер, Алексей. Меня зовут Айдана, я из Казахстана. Ой, как складно получилось. Да, видно, спасибо большое. Смотрите, значит, я приготовил наше конкурсное видео, под которым вам нужно было оставить ссылочку на видео. То есть вы должны были сделать репост. Давайте вот посмотрим. Последние у нас сначала новые. Вот, давайте посмотрим, я вам покажу пример. Вот Ника Голд 5 дней назад. Она, смотрите, что нужно было сделать. Обязательно быть подписанным на мой канал. Я сейчас вам показываю условия. То есть я сейчас рассказываю, что нужно было сделать. И потом уже начнем розыгрыш. Вот первый комментарий мы сейчас проверим сначала, что нужно было сделать. Смотрите, нужно было опубликовать ссылочку. То есть сделать репост данного видео на свои социальные сети. Это сделать было очень просто. Я показал это, как делается. Вот, например, нажать «Поделиться» и отправить в одну из социальных сетей. Ну вот Ника, Светлана, да, по-моему, если не ошибаюсь, зовут. Она отправила на социальные сети ВКонтакте. Ну, давайте проверим. То есть я нажимаю на ее социальную ссылку, господи, нажимаю на ее ссылочку, вот она, Светлана, и вот видите, мое видео, она сделала репост, она выполнила данное условие, разместила его. Парни стесняются. Нет, на самом деле, Елен, парни не стесняются, просто у меня по статистике парней очень мало подписано. Очень мало. У меня, наверное, 90% подписано девушек. Там всего лишь 10% парней. Поэтому как-то так. Поэтому и мало. Так, значит что? Светлана разместила видео. И теперь Светлана должна была подписаться на мой канал. Я сейчас открываю ее канал. И у нее есть каналы. То есть мы нажимаем каналы. И здесь идет все подписки Светланы,
то есть на кого она подписана. Я сейчас быстренько пролистаю. Ну, в принципе, я думаю, сейчас нет смысла проверять, потому что, ну, вы, надеюсь, поняли, да, по какой схеме мы сейчас с вами будем проводить розыгрыш. Я точно знаю, что Светлана подписана. Светлана, видите, очень много каналов. Светлана, неужели вы всех просматриваете? Как, боже мой, а может я пролистал уже? Я точно знаю, я есть. Я пролистал. Знаете, я одним глазом смотрел на ваши комментарии, и в итоге я ни комментарии ваши не успел прочитать, не увидел себя в подписках у Светланы. Но я точно знаю, что я есть там. Где? Я, наверное, пролистал. Ладно, не будем время тратить даром. Перейдем непосредственно, наверное, к розыгрышу и уже по факту будем проверять. Напишите в комментарии, все понятно, как мы будем с вами проводить розыгрыш. Есть ли какие-то вопросы, чтобы потом их не было. Смотрите, я нашел на компьютере у себя, да, у себя на компьютере. В интернете я нашел вот такой вот выбор случайного комментария к видео на YouTube. Что я буду делать? Я возьму ссылку нашего комментария, ссылку нашего видео, вот здесь вот она есть, видите? Я ее копирую, и я ее буду в эту программку вставлять. На всякий случай, если что, таких программок много. Так, кто-то что-то написал. Давайте быстренько прочитаем. Так, видно, добрый вечер, видно хорошо, вы пролистали. Настя, спасибо большое. Ну, ничего страшного, главное, чтобы вы поняли, по какому принципу будет идти у нас розыгрыш. Так, поздоровалась еще раз, зашла с компа. Стелла, добрый вечер. Я, может быть, кого-то сейчас и пропустил, потому что я смотрю сейчас и на компьютер, и на сотку не смотрю. Итак, смотрите. Значит, все, в принципе, готово. И еще один нюанс. Смотрите. Люба, добрый вечер, добрый вечер. Сейчас мы будем определять победителя. Вот она наша ссылочка. Программа ее нашла. И просят загрузить данные. Обратите внимание, здесь внизу, что все у нас легитимно, как президенты всех стран. В комментариях у нас 128 комментариев. 829 просмотров. Так, Елена, круто, между прочим, когда парень занимается Эйвоном. Ну, ничего такого сверхъестественного я точно не вижу. Знаю, что в Oriflame там вообще семейные подряды. Смотришь у них в интернете, в Oriflame муж-жена, муж-жена, муж-жена. Вот так вот, как-то так. В Эйвоне тоже есть такое муж-жена. Ну, как-то не знаю, как-то в Эйвоне это прямо фишируется, что муж-жена. Так, смотрите. Легитимность проверяем. 128 комментариев. Смотрим здесь. 127. Почему? Не знаю. Значит, сейчас обновим. Кто-то, наверное, торопится принять участие, да? Да, видите, кто-то еще комментарий закинул. Так, 128 комментариев. 829 просмотров у этого видео. Да, все верно. 829 просмотров. Все нормально, все честно. Я готов уже начать проводить розыгрыш. Я переключаю камеру, чтобы ваши комментарии читать. Вы готовы? Напишите, пожалуйста. Я всем желаю удачи. Друзья мои, не расстраивайтесь, если кто-то сегодня не выиграет этот замечательный набор. Я вам уже показал, что у меня этих наборов много. Я приготовил большой бюджет розыгрыша и обещаю вам, что до своего дня рождения я буду дарить вам подарки. А потом вы мне будете все дарить подарки. Хорошо? Договорились? Так, Настя готова? Все готовы? Напишите еще, кто готов. Если просто один человек готов, тогда мы не будем проводить розыгрыш. Тогда разойдемся все по домам. Шучу, конечно. Нет, розыгрыш состоится, даже если вы не готовы. Еще раз смотрите, сейчас я загружаю данные нашего конкурсного видео. Обратите внимание, Ника готова.
Всем понятно? Вы видите, что все честно. То есть я загрузил ваши комментарии. Кто видит себя в своих комментариях, ставьте плюсики. То есть вот они, вы все есть. Вот тут еще внизу, видите, идет несколько этих. Мы не будем всех проверять, но вы все есть здесь. 128 комментариев. Поэтому смотрите. Сейчас мы будем нажимать с вами выбрать случайный комментарий. Если в этом комментарии ссылки на мое видео не будет, то мы будем нажимать следующий комментарий. Для чего это делается? Для того, просто есть люди, которые оставили там 10 комментариев. Мне будет очень сложно и долго это все перепроверять, поэтому мы будем искать именно комментарий, в котором находится ссылка. Это все должно произойти очень быстро. Надеюсь, здесь вам понятно сейчас, что я сейчас буду искать комментарий, в котором есть ссылка. Ну вот, например, видите, вот у нас здесь вот сразу высвечивается Ника Голд, то есть вот она с комментарием. Елена вот у нас здесь с комментарием. Здесь вот опять же, вот Елена, но у нее здесь комментария нет. То есть, если Елена выпадет вот этот комментарий, то он не будет. Мы его пропускаем. Нам нужно, чтобы комментарий выпал ссылкой. Ведь условие конкурса это было опубликовать ссылочку. Ну что, скрестили пальчики на ногах, на руках. Пробуем. Итак, первый вариант у нас Арина. Сейчас у Арины в этом комментарии есть ссылка. Есть ссылка, но не кричу «поздравляем». Давайте проверим выполнение условий. Я сейчас открываю в новом браузере ссылку. И вот мы видим, мы перешли на страничку ВКонтакте Арина Гаранина. Ирина Гаранина. И мое видео она разместила. Ну что, теперь еще один нюанс. Нам нужно проверить, подписана ли Арина Гаранина на мой канал. Я вообще, в принципе-то, вроде как бы проверял, но нужно проверять, чтобы вы все видели, чтобы мы увидели, что все условия выполнены. Итак, каналы. Смотрим внимательно. Сейчас очень важно проверить последний этап. Вот он мой канал. Где? Вот он мой канал. Ну что, поздравляю, у нас есть победитель. Это Ирина. Ирина Гаранина выигрывает бьюти-бокс от меня и моего канала. Жду ваших поздравлений, девчонки. Присоединяйтесь к поздравлениям. Большая у меня к вам просьба. Не расстраивайтесь, если кто-то не выиграл. Но, сами понимаете, народу много, а подарков тоже много. Я надеюсь, что в следующем розыгрыше вам обязательно повезет. И еще, дорогие мои, можно я сейчас переключусь на себя, чтобы закончить наш прямой эфир. Я не увидел, Ирины, да, вот Ирины тоже нету сейчас в прямом эфире. Поздравляем, девчонки, все присоединяются к поздравлениям. Спасибо большое, что вы тоже... Знаете, как у нас говорят в Эйвоне, кто не хлопает, тот завидует. Поэтому хлопаем. Так, еще раз Ариночку поздравляю. Мы с ней сейчас спишемся. Если вдруг произойдут какие-то непредвиденные ситуации, и мы не сможем с Ариной договориться, чтобы она получила подарок, но я думаю, что это глупости. Она в любом случае его получит, я ей отправлю. Вот, то тогда я переиграю обязательно подарок. А так, в принципе, еще раз, у нас есть победитель. Кто пропустил розыгрыш, вы сможете его посмотреть в записи. Спасибо, девчонки, что поздравляете, что я всем искренне желаю только побед. Неважно, в моих конкурсах, в других конкурсах, может быть, просто в жизни, чтобы вы всегда во всем побеждали. И, как говорят, знаете, еще, кто не играет, тот не выигрывает. Поэтому участвуйте во всех конкурсах, во всех, каких можно, побеждайте. У меня тоже есть опыт, я где-то участвовал, тоже кое-что выигрывал. Вот.
Если какие-то вопросы сейчас по конкурсу, если у кого-то недопонимание, давайте быстренько разберемся. Наш эфир был запланирован на полчаса, у нас есть буквально 5 минут, если что-то обсудить. Могу сказать, что завтра вас ждет видео. Завтра у нас в понедельник начнется день с видео вопросы-ответы. Давно не было этой рубрики, я опять собрал ваши интересные комментарии и сделал на них видео-ответы. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Мне всегда очень интересно читать именно ваши отзывы. Если, допустим, я даю отзыв на какой-то продукт, все честно, обид нету. Настенька, спасибо большое. Вот, знаете, вот это дорогого стоит. И еще маленький секрет скажу, что у меня есть Инстаграм, кто не знает. В Инстаграме тоже провожу конкурсы, начинаю проводить тоже конкурсы, розыгрыши. Заходите, смотрите, участвуйте и там, и там. Я потерялся. Я потерялся. На чем-то потерялся. Вот, ну в понедельник выйдет видео вопросы-ответы. Видео небольшое, я отвечу буквально там, не знаю, на 7-8 ваших комментариев. Я подписан на вас в Инстаграме. Настя, спасибо большое. Ну, я полностью уверен, что мои подписчики и там следят. Потому что YouTube это видео, а в Инстаграме фото. И там как-то другая аура такая. Вот, и на следующей неделе, я сегодня закончил монтаж, выйдет видео-обзор продукции Avon. А именно я вам покажу свотчи на тени для глаз. Поэтому обязательно дождитесь. Оно, скорее всего, выйдет в среду. Если вдруг какое-нибудь сенсационное видео не отодвинет этот обзор. Вот, ну что, дорогие мои. На этом у меня все. Спасибо большое, что в этот праздничный вечер вы нашли время, присоединились к розыгрышу. На следующей неделе выйдет еще одно видео, где я объявлю следующий розыгрыш. И я что пропустила? Вы пропустили розыгрыш в прямом эфире бьюти-бокса от моего канала. Но вы можете сейчас его посмотреть в записи. Прямой эфир будет записан, поэтому можете посмотреть. Я, в принципе, там все подробно рассказал. Так, Наталья аплодирует. Друзья, ну, если у вас какие-то ко мне еще пожелания, вопросы. Все вроде бы озвучил, значит, на следующей неделе, а это уже завтра, смотрите рубрику «Вопросы-ответы». Это моя самая любимая рубрика, буду ее почаще делать. Следом где-то выходит видео свотчи на тени для глаз. А какие? Дождитесь этого видео и посмотрите. Ну и еще на следующей неделе запускаю следующий розыгрыш. Будем разыгрывать следующий бьюти-бокс. Какой? Не знаю. Может быть вот этот. Может быть и вот этот. И что еще выйдет на следующей неделе? Дождитесь. Я сам еще не знаю, что еще выйдет. Ну что, мои дорогие. Спасибо еще раз большое, что досмотрели это видео прямого эфира до конца. Кто не смотрел сначала, ждите, сейчас видео сохранится на канале, и вы сможете его посмотреть. Ждем. Ну что, всем спокойной ночи. Сегодня романтическая у всех пусть будет ночь. Всем прекрасного настроения и отличной следующей недели. До встречи в новых видео. И прям просите, чтобы я делал почаще прямые эфиры. Прям просите, пишите в комментарии. Алексей, где прямой эфир? Алексей, где прямой эфир? А то я совсем обленился с прямыми эфирами. А кто выиграл? А выиграла Арина у нас выиграла. Арина, вот, вы можете посмотреть эфир в записи. Все было честно. У меня были все подписчики судьями, все следили за нашими движениями. Кто выиграл, я отлучалась, да? Выиграла у нас Арина. Не знаю у нас Арина откуда. Ну, выиграла Арина. О, Арина-то еще из моего города, друзья. Вон оно как. Прикольно. Хух. Ну ладно, познакомимся, значит, воочию с Ариной. И Арине повезло. Ну что, друзья мои.
Ничего страшного, если отлучались. Еще раз говорю, все прямые эфиры сохраняются. Сейчас просто видео в Ютубе промонтируется, прогрузится, и вы сможете посмотреть полное видео со своими комментариями. Вот. А сейчас, возможно, оно будет просто без комментариев. Ну что, все. Мы засиделись, наше время эфира вышло. Еще раз вам говорю, пишите больше ваших комментариев, пишите ваши отзывы, но больше всего пишите ваши комментарии, потому что их очень интересно читать и на них отвечать. И не забывайте требовать прямой эфир от меня. Всем пока-пока. Пока.